Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему, что вас ждет в ближайшие часы, в ближайшие дни. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Какой красивый цветок вам вышел. Ну прям красота. Ой. Распускается. Этот цветок, он распускается. Что-то невероятное, потрясающее, удивительное, положительное, такое, знаете, доброе. То, чего давно не было. Либо то, что очень желано вашему сердцу. Здесь как большая радость вас ждет. У кого-то именно большая радость идет, да, от каких-то событий приятных, а у кого-то большая радость именно в личной жизни отыграется, да, потому что такими цветами про личное счастье часто говорят. Что бы это ни было, на гвоздичку похоже. Гвоздика вообще сильный цветок. Гвоздика, она и про верность, и про радость, и про жизнь, и про будущее, и про награду, и про воздаяние, да, вот по справедливости, что положено получить. Но вот мне идет, что вы действительно счастья своего дождались. Что бы это ни было, большая радость и счастье, ну, буквально у кого-то в ближайшие часы, у кого-то в ближайшие дни. Да, будет так, воистину так и будет. Не поверите, вчера у меня был расклад на картах, и я смотрела «Горячие новости», и у меня прям сразу 2 туза пентаклей на разных колодах. Вот прям чувствую, что у моих дорогих зрителей что-то будет грандиозное, фантастичное, фееричное, да, вот то, чего давно не было. Ну, во благо. Видите, вот она, гвоздичка. Ее прям видно, она у вас в центре. И вот, смотрите, стебелечек, такой листочки. Здорово, шикарно. Пусть будет. Пусть все хорошее идет к моим дорогим и любимым зрителям. Ну, а плохое пусть отстанет и вообще где-нибудь потеряется желательно. Ну, давайте разбираться. Дороги у вас еще тут вышли. Дороги как не дороги, а как тропки. Да? Тропки. Это не асфальтированная широкая дорога, а вот какая-то тропа. У вас такие тропки повыходили, они повыходили с вашей стороны, с правой стороны. Это говорит о том, что будут какие-то нестандартные, неординарные действия, решения. И также, возможно, вы либо впервые, либо вы первый из людей, кто будет применять эти нестандартные решения. Какой-то необычный подход, как найдете вы какие-то лазейки, какие-то возможности, и этим воспользуетесь. И воспользуетесь именно вы. А все остальные уже посмотрят на вас, вот так ахнут, скажут: да надо же, да как она смогла, да, либо как он придумал такое, уже вашими путями пойдут. Вы как первопроходец в ней идете. Нестандартное решение, нестандартное мышление, и это вам во благо пойдет. Вот этими тропками вы как будто бы наверх выходите. Ну, цели свои добиваетесь, либо жизнь свою улучшаете. Прям вас уже не остановить. Очень много людей за вами будет наблюдать. И многие люди будут о вас говорить. Вы как у каждого на устах идете, на слуху, на устах. Даже как известной личностью становитесь, да, о вас говорить начнут. Ну, да, с вас будут брать пример. Мне так идет. Все прям ахнут от ваших действий, от ваших решений. И прям будут брать с вас пример. Вы первый человек, который эти тропки протаптывает, да, а потом уже все остальные пойдут. Ну, во благо вам, с правой стороны, и прям все вверх идет, это во благо вам. Так, еще какой-то разговор немножко вас расстроит. То ли человек такой с придурью, то ли тема такая, знаете, вот неприятная будет поднята в разговоре.
разговор, которого лучше бы и не было. Все начнется, знаете, как-то с каких-то хороших слов, благих слов, а вот закончится каким-то неприятным разворотом. Знаете, как начали за здравие, да, закончили за упокой. В общем, что-то в таком ключе. И еще так показано, что этого разговора как-то не избежать, да, либо человек там что-то ляпнет, либо затронет, да, что-то такое вам скажет. Разговор может быть как и личным, так и, например, по телефону. Идет, что осадочек останется. И конкретно от человека, да, с кем вы будете говорить. Может быть, как-то некрасиво себя поведет. Да? Что есть, то есть, да. Может быть, и злого умысла нет, но тем не менее, такое может быть. Так, еще здесь какой-то человек с лестницей носится. Лестница небольшая, но тем не менее вам эту лестницу будут предлагать. Как вот типа карабкайся, да? Вот тебе лестница, карабкайся. То ли кто-то будет подбивать на что-то рисковое, на риск, да? Типа рискни, да? Рискни, а мы посмотрим. Вот. То ли что-то такое, знаете, нестабильное, странное, непонятное. Типа ты делай, да, лишь бы делать. В общем, вы этого человека не слушайте, а лучше попросите, чтобы человек вам пример показал. Так и скажите: давай, ты покажешь, а я за тобой. Да? Человек сразу же пойдет на попятную и скажет: да нет, я не буду, это не для меня, не про меня. И вы сразу поймете, что дело пахнет тухлым. Да? Вот как либо... чтобы вы отвязались от этого человека, вам будут такие вот не очень хорошие варианты предлагать. Либо человек сам не понимает, что он говорит. Такой неприятный момент. Дальше женщину мне тут красавицу показали. Смотрите, какая женщина шикарная, фигура у нее какая, прическа какая, в себе уверена. Вот так ручки в бочке поставила, да, вот она красавица, красуется. И вот мужчина у нее на коленках, вернее, не у нее на коленках, а рядом с ней на коленках стоит. Чего-то он от нее хочет, как ее добиться хочет, либо вернуть ее хочет, либо расположить к себе хочет, либо познакомиться с ней хочет. Вот, видите, прям на 2 коленочки упал, к ней ручки тянет, а женщина такая, гордая, да, на него и не смотрит, куда-то вот ввысь смотрит. Вот, мужчина прям добиваться будет, да. Ой, девчонки, что будет? Вы такая прям королева у меня, а он прям на все готов, лишь бы вы вот так вот на него посмотрели, да, удосужили его своего взгляда. Да. Прям оторветесь на полную. Вам приятно, что он так себя ведет. В какой-то веке, да, может быть, он раньше как-то пренебрегал, а может быть, раньше вообще не считался с вами. А тут видите, как кинулся, да, и на колени сразу, и просить, а вы руки в боки. Еще его проучите. Вы такая у меня, вы можете. Дальше показывают радугу. Радуга почему-то перевернулась. Радуга перевернулась. Радуга — это вообще к радости, к радостным событиям. У вас она перевернута. То есть здесь, скорее всего, как вы будете источником радости для какого-то другого человека, либо, в принципе, для каких-то людей. Благодаря вам, вашим действиям, вашим поступкам, вашему вниманию, какие-то люди очень сильно обрадуются. Вы принесете этим людям радость. Кстати, вам тоже это будет очень приятно. Может быть, у кого-то день рождения, вы подарок сделаете, может, торт испечете. А может быть, вы какую-то помощь окажете. Да? Вот какие-то люди будут счастливы, радостны, вот под этой радугой будут находиться. Так, еще знак, как запрет. Кому-то вы запрет поставите. Запретите что-то делать кому-то. Допустим, вам звонить, да, заблокируете, приходить, либо вас о чем-то просить. Вот как запрет от вас идет. Вот как наконец-таки решить. Долго об этом думали, и вот в ближайшие часы, в ближайшие дни тут прям как в руку решение идет. Да? Может, человек там как-то поступит негодным образом, и вы такая: все, бан, да? Тебя больше не подпускаю, либо тебе больше нельзя ко мне подходить, да? Нельзя со мной связываться. Вот, запрет от вас идет. Ключи показаны, как связка ключей. У вас это связка ключей. И вот как подбираете вы эти ключи. Вот какой ключ подойдет, какой ключ дверь откроет. А дверь, кстати, очень массивная, такая огромная. И вы перед этой дверью стоите, но вы не уходите, да, потому что у вас есть эта связка ключей, и вы подбираете, какой ключик подойдет.
То есть настойчивость проявите и несгибаемость, да, то есть вы не принимаете условия, вы не принимаете эту дверь закрытой как данность. Вы такая: нет, со мной такие номера не пройдут, и я тебя вскрою. И знаете, да, потратите время, но ключик вы точно подберете, потому что с правой стороны, с вашей стороны, то есть это вообще ситуация по правому делу, она для вас во благо идет. Так, еще слева. Здесь какой-то у меня человек лежит в горизонте. Но этот человек, он как прикидывается, как не понарошку, да, может симулировать болезнь, может симулировать какое-то состояние, что ой, мне так плохо, я там как этот Карлсон, да, самый больной в мире человек, и все, загораюсь, да, температура 46 и растет. Человек, который заставит других людей то ли работать на себя, то ли ухаживать за собой, то ли скинет все свои дела на других людей, прикидываясь больным. Либо прикидывая, что у него там какой-то приступ произошел. Да? Ой, сердце прихватило, все, синею. Да? А вы вот мою работу поделаете. И да, будут такие люди, которые поверят и которые прям кинутся помогать. Вот. Вы же со стороны смотрите, наблюдаете, у вас прям интуиция орет вам, да, кричит, что врет, этот человек врет. Вот. Вы не поверите, но вот доказательств конкретных у вас не будет. И будете просто наблюдать, как какие-то люди, ну, этого, значит, увольня носят на себе, то есть дела делают, а человек просто вот лежит, отдыхает, наслаждается. Так, вот здесь у нас горы, 3 горы, 1, 2, 3. Эти горы, которые нужно будет вам как-то то ли перейти, то ли разрушить. Вообще придется голову поломать. 3 проблемы. Причем они как разной сложности идут. Да? И придется действительно заморочиться. Самая большая гора окажется самой легкой. Самая маленькая окажется самой противной, самой нудной. И вот там действительно времени много уйдет. Ну, вы справитесь. Время, конечно, потратите, вот с этой последней даже немножко намучаетесь, но дело свое сделаете. Горы вам покорятся. Вот именно здесь так показали. Так, здесь человек кланяется, но кланяется не потому, что уважает, а потому, что этому человеку так выгодно. Да? Может быть, через лесть, через какие-то льстивые сладкие слова человек будет искать вашего внимания, вашего расположения для того, чтобы, ну, самому хорошо и комфортно устроиться. Смотрите, вот отчаянная лесть мне идет. Себе во благо человек это делает. Будьте внимательны, бдительны, не будьте падки на лесть. И поймите, тот, кто льстит, явно что-то замышляет. И замышляет хорошее для себя, но плохое для вас. Вот, прям для вас это должен быть как стоп-сигнал. Услышали лесть? Так, все, останавливаемся и давай разбираться. Либо нам с тобой не по пути. Да, самое правильное — это нам с тобой не по пути. Кто льстить начнет? Так, здесь маленькая пальма растет, крошечная, прям крошечная. Но пальма — это хорошо. Пальма — это что-то начинается, что-то прорастает, дает результаты, хоть и небольшой результат, но он как бы стойкий, крепкий. Да? Пальма на самом деле очень крепкая. Вот. Не время снимать результаты, а время, наоборот, усилиться, либо удвоить, утроить свои усилия, да, для того, чтобы эта пальма как можно скорее выросла. Так, здесь какой-то праздник показан. Праздник, либо какое-то праздничное мероприятие. Вроде как и праздничное, но вам почему-то не понравится. Либо у вас настроение не то будет. Вы как раньше уйдете, либо в принципе развернетесь и уйдете. Здесь какие-то люди очень сильно из-за этого расстроятся. Может быть, знаете, как голова разболится, там шумно, там крики, смех, музыка, и вы вот прям пораньше уйдете. Какие-то люди могут из-за этого расстроиться. Вы тогда объясните ситуацию, да, не надо уходить по-английски, не прощаясь. Вы объясните, что вот такая ситуация, да, вот голова болит, либо там плохо себя чувствую, устала сильно, да, просто объясните. Вот, но по-английски не уходите, иначе вот люди расстроятся, кто-то даже плакать может, да, вот настолько сильно расстроится человек. Так, женщина в возрасте, какие-то нравоучения, вот она возьмется вас учить, поучать, даже как-то распекать вас начнет. Может быть, какая-то коллега на работе, может быть, соседка старшего возраста, может быть, свекровь, теща, может быть, мама.
да, вот у каждого по-своему отыграется. Женщина, которой хочется быть нужной, важной, значимой, да, то есть, возможно, стоит сделать вид, что вы согласны, что да, ее информация просто жизнь вам спасла, что без нее бы вы вообще не знали, что делать. То есть как бы стоит ей сделать, наверное, приятно, не стоит с ней ругаться, не стоит становиться в позу, надо ей подыграть. Вот как-то так мне идет. Вот если вы ей подыграете, то она вам что-то приятное сделает, либо для вас будет стараться, вы у нее там на хорошем счету будете. Но от вас же не убудет, если вы ее послушаете, покиваете, вы скажете: ой, спасибо, да, спасибо за ваши бесценные советы. Ну и дальше пойдете своим делом заниматься, либо по-своему делать. Вот ей важно, чтобы ее выслушали. Ей прям это жизненно важно. Вот хочется свои вот эти 5 копеек ставить. Вот, поэтому, пожалуйста, удружите этой женщине, да, выслушайте ее, согласитесь, и потом будет все хорошо. А если слушать не станете, то она от вас тоже не отстанет. Она будет за вами ходить, она будет, знаете, как этот дятел, да, прям семечко вам стучать, потом начнет на вас жаловаться всем подряд. Ну, в общем, это все затянется на несколько дней, может, даже на несколько недель. Здесь вот лучше потерпеть, выслушать, да, и уйти, чем потом вот это все расхлебывать. Так, еще. Вот здесь такой момент показан, когда вы сами себя испугаетесь. И сами себя испугаетесь, кого-то напугаете. То ли вы что-то прям безошибочно предскажете, предвидите, предскажете, то ли вы буквально вот сказали, да, и там секунда в секунду это раз и сбылось. Вот какой-то такой мне момент идет. Мистика, паранормальщина какая-то. Вы прям сами испугаетесь, да? Вы такая скажете: ничего себе, вот это да, вот это я накаркала, да, либо я прикликала, призвала, да. Прям мурашить вас будет. А те, кто рядом, кто вот свидетель, их прям вообще колбасить начнет. Они потом будут на вас так смотреть, знаете, испуганно, шарахаться от вас станут. Вот действительно, может, кому-то что-то скажете, вот не делай это, иначе сейчас вот получишь, да, и буквально там через секунду человек там, ему прилетит. Ну вот прям как сбудется, моментально сбудется. Вот какое-то предсказание очень точное сделаете. Да. Необычно, это очень необычно. А я вам так скажу, вы можете, просто вы в себя иногда не верите. У вас очень классная информация идет, вот, ну, поток открыт. Вы прям черпаете информацию из общего потока. Просто вы не всегда осмеливаетесь это сказать, да, вот как сами себе не верите. Вы начинаете задавать вопросы: откуда я это знаю, почему мне это подумалось, придумалось, да, вот начинаете замыкаться внутри себя. А если бы вы немножечко в этом плане расслабились, да, меня бы могли заменить вполне себе. Вы бы могли безошибочно не только себе, но и другим людям предсказывать. Вот поток у вас открыт, точно открыт. Но только вы немножечко вот закрыты, сами в себе закрыты, да? В потоке вы открыты, а сами в себе закрыты. Вот как сам себе не доверяю. Надо, кстати, над этим работать. Есть много практик, которые позволяют яснознание, яснослышание, ясновидение развивать. И вам нужно этим заниматься, мои хорошие. Так, сон какой-то странный приснится. Плохой сон, я вижу, приснится. Но этот плохой сон, он не значит плохое. Здесь больше, как, знаете, организм дает сигналы. Сигналы СОС мозгу дает. Да? Может быть, у вас какие-то сбои в организме происходят. Может быть, что-то болит. Там живот может болеть, например. Там, не знаю, газообразование, пучит человека. Может быть, что-то другое болит. Да? Сон дурной не потому, что к плохому, а потому, что ваш организм нуждается в помощи. Вот. Но вы и сами, скорее всего, это поймете. Вот у кого что болит, да, тот сам про себя знает. Ну, в общем, сон вообще пустой. Пустой в плане значения, но он не пустой в плане того, что это именно ваше тело подает сигнал СОС вашему мозгу, что вот обрати на меня внимание, у меня что-то не так работает, да, у меня что-то болит. В таком ключе. А вот здесь показано, что между мужчиной и женщиной какая-то как стена рухнет.
Вот и следу не останется от этой стены. Может быть, это стена недопонимания, может, это стена какого-то конфликта, может быть, стена обид, может быть, в принципе, да, как стена, как запрет вам быть вместе, либо общаться. Вот прям рухнет, на глазах рухнет. Ахнуть не успеете, как эта стена рухнет. Приятное событие и для мужчины, и для женщины. А у кого-то еще отыграется, что долгожданное событие, да, чтобы эта стена рухнула поскорее. Так, вот здесь показано, что каких-то новостей будете ждать, а они не придут. Не придут. Не расстраивайтесь. Да? Первый момент. Не расстраивайтесь. Второй момент. Если нет новостей, это не значит, что плохо. Да? Возможно, в принципе нет новостей. Возможно, нечего вам сообщать. Да? Событие еще не произошло, либо нет результатов. Вот. Ну вот как впустую можете ждать. Не накручивайте себя, пожалуйста. Нет новостей, еще раз говорю, не равно плохо. Наоборот, это равно, что просто нет результата. Вот. Не надо накручивать и переживать по этому поводу тоже не надо. И еще какой-то человек может как не выйти на связь, получается. Мне идет, что провода оборваны. И всего какие-то технические проблемы, либо человек, ну, допустим, да, там зарядку забыл, да, либо негде подзарядиться, либо сеть не ловит, либо что-то с гаджетом случилось. Ну вот разное бывает. Либо очень занят, либо что-то там такое вот происходит, человек не может отвлечься. Это не значит, что человеку плохо, либо человек не хочет общаться. Значит, что есть проблемы с техникой, да? Либо какая-то абсолютная занятость идет. Вот. Как освободиться, как появится возможность, сразу же с вами свяжется. Да, возможно, придется подождать. Тоже себя не накручивать. А то я вижу такой человек мнительный, переживательный. Сердце часто в пятки уходит из-за волнений. Не надо этого делать. Это вредит вашему здоровью. Ну вот оборванные провода показали. С человеком все хорошо. Ближе к венцу показывают вас, как будто бы у вас дополнительные руки и ноги. Чем-то даже на сороконожку похоже. Не, ну у сороконожки у нее 40 ножек, да, а у вас где-то вот по 4 ручки, 4 ножки. Вы за очень короткий временной отрезок очень много успеете сделать. Даже сами от себя не ожидаете. Делаете, а потом такая, ничего себе, вот это я жару дала, да, либо жару дал. Очень много всего переделаете. Возможно, даже вот то, что планировали прям до конца недели, все это сделаете, я не знаю, там за несколько часов, да, либо за один день сделаете. Прям очень работоспособный человек. Не знаю, то ли настроение такое будет, то ли вы начнете, займетесь и уже не сможете остановиться, пока все не переделаете. А вот здесь, с правой стороны, какой-то человек к вам будет относиться, как будто бы вы маленький ребенок. Ну вот как возиться с вами будет, нянчиться, опекать вас. Сначала это будет интересно и даже приятно, но потом вы начнете психовать, скажете, да что такое? Что ты мной опекаешься? Я не ребенок, да, не надо этого делать, мне это неприятно. Да, как гиперопека какая-то над вами идет. А вот здесь показано, что вас кто-то заставляет что-то делать, что вам не очень нравится, либо с чем вы не согласны. Но вы не можете этому человеку перечить, то ли это ваш начальник, то ли это какой-то, может быть, чиновник. Ну вот как навязывают вам, да, навязывают. Ну вот придется согласиться. Неприятный момент, но что поделаешь. Да? Вы, главное, перетерпите, а дальше уже все хорошо будет. У вас после этого события стрелка вверх идет. Да? Возможно, вы там себя проявите, либо человек как-то поменяет свое отношение. Ну, то есть увидит, что вы там не скандалите, не спорите, что вы подчиняете, что вы делаете то, что, например, он попросил, либо приказал, и скажет, ну вот, все, можно доверять, да, либо человечка мы проверили, там, может. Да, вот как-то после неприятного, как принуждения, у вас стрелка именно вверх идет. Кстати, очень неожиданно для вас. Вы прям тоже очень удивитесь, скажете, ну надо же. Кто бы мог, если бы я знала, я бы даже вообще в помыслах не сопротивлялась. Но вот это дело пойдет вам во благо, так показали. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.